Саша, скажешь как? Можно читать, ничего страшного. Будем читать? Саш, я всегда готова. Ну, как хорошо с вами работать, что уже в этой сфере. Добрый день, уважаемое педагогическое сообщество. Сегодня мы продолжаем серию онлайн-вебинаров о жизни глухих и слабослышащих людей. И сегодня с нами представители Сыктывкарского политехнического техникума, специалисты, которые расскажут вам о организации условий образования детей с ОВЗ, да, детей с инвалидностью, в том числе детей с нарушением слуха. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, меня зовут Пантелеева Виктория Аликовна, я заведующая отделением коммуникации и сервисных технологий, Представлю вам ведущего педагога-дактилолога Маркова Светлана Юрьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об организации и условиях получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья из опыта работы Сыктывкарского политехнического техникума. Профессиональное образование инвалидов – это одна из важных составляющих систем их непрерывного образования, значительно расширяющая возможности их трудоустройства и интеграции в обществе. Профессиональное образование в Сыктывкарском политехническом техникуме, начиная с 1997 года, проводит обучение лиц с ограниченными возможностями по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, а также программ дополнительного образования, осуществляющих мероприятия по социальной адаптации и социальной реабилитации граждан методами физической культуры и спорта, оказывает комплексную психолого-педагогическую и медицинскую помощь. Более 180 человек с ОВЗ получили профессиональную путевку в жизнь. Мы готовим по укрупненным группам 11 специальностей и 13 профессий. Профессии и специальности – это компьютерные сети, многоканальные телекоммуникационные системы, электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке, наладчик аппаратного и программного обеспечения, мастер по цифровой обработке информации, парикмахер. Виды нарушений. С нарушением слуха у нас обучаются 11 имеющие инвалидность или ОВЗ. С нарушением опорно-двигательного аппарата 3 человека, с другими видами нарушения 21. Со сложными дефектами, которые имеют 2 и более нарушения, 3 студента. На базе Сыктывкарского политехнического техникума имеем 3 корпуса на 180 человек, 2 корпуса в филиале Усогорска, 2 библиотеки, включая медиазал, спортзал, актовый зал, тренажерный зал, буфет. Имеем 63 педагогических работника, 26 кабинетов общеобразовательного цикла, 14 кабинетов профессионального цикла, 10 учебных лабораторий, 11 производственных учебных мастерских, компьютерные классы, имеем общежитие, столовую, лыжная база. Значит, приемная кампания на 2019 год начинает с 16 июня. И все интересующие вопросы по приемной комиссии находятся у нас на официальном сайте Сыктывкарского политехнического техникума. По интересующим вопросам можно позвонить по телефону, указанные на экране. На официальном сайте техникума можно узнать информацию о составе приемной комиссии, положении,
правила приема, документы для поступления, набор профессий, образец заявления и согласие на обработку персональных данных. Ведется статистика приема, приказ о зачислении. Общая информация вывешена на официальном сайте, который указан на экране. В этом году, на 2019 год, мы ведем подготовку по набору по профессии наладчик аппаратного и программного обеспечения для лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью. Срок обучения на базе основного общего образования 9 классов, 2 года 10 месяцев. Квалификацию получит наладчик аппаратного и программного обеспечения. Профессиональная характеристика это будут уметь обслуживание аппаратного обеспечения, профессиональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, установка и обслуживание программного обеспечения, персональных компьютеров, серверов, модернизация аппаратного обеспечения. Также в этом году мы набираем ребят по программе профессионального обучения со сроком 10 месяцев по профессии оператор электронно-вычислительных машин на срок 10 месяцев, имеющий документ об окончании коррекционной специальной общеобразовательной школы 8 вида или свидетельство об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Квалификацию они получат оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 2-4 разряда. Характеристика профессиональной деятельности по этой профессии. Они будут уметь ведение процесса обработки информации по рабочим инструкциям, ввод информации в технических носителей, подготовка технических носителей информации. Это запись, считывание и перезапись информации с одного вида носителей на другой. Наблюдение за работой электронно-вычислительных машин, установление причин сбоев в работе в процессе обработки информации, производить установку операционных систем, подключение и установку периферийных устройств. Базы практик и место трудоустройства. Наши стабильные партнеры – это ПАО «Ростелеком», Пармател, ООО «Содействие», Государственное автономное управление Республики Коми, ЦИТ. Правило приема на обучение было утверждено приказом от 28 февраля 2019 года, где указываются, какие необходимы документы для поступления в наш Сыктывкарский политехнический техникум. Построение образовательного маршрута. Мы определили в нашем учебном заведении, это ранняя профориентация, организация образовательного процесса, создание социальной культуры, культурной среды, содействие в трудоустройстве. Сейчас мы с вами рассмотрим организацию образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на примере Сыктывкарского политехнического техникума. Нами проработана нормативно-правовая база, где рассмотрена Конвенция о правах инвалидов, Федеральный закон о ратификации Конвенции о правах инвалидов, о защите социальной инвалидов в Российской Федерации, закон 273 об образовании в Российской Федерации, указ президента Российской Федерации о мероприятиях по реализации государственной социальной политики, указ о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки, постановление правительства Российской Федерации «Доступная среда»,
постановление об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательно предварительные медицинские осмотры. Распоряжение правительства о развитии образования, приказ Министерства образования и науки и Российской Федерации об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказание им при этом необходимой помощи. Также рассмотрены приказ об утверждении перечня профессий и специальностей, об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации, об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности, об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения. Было рассмотрено письмо Министерства о направлении методических рекомендаций, требования к организации образовательного процесса, о приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями. Также были у нас разработаны локальные нормативные акты. Это положение об отделении коммуникаций и сервисных технологий, положение об организации приема и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по основным программам профессионального обучения, положение о порядке организации интегрированного инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные разделы в положениях, регламентирующие образовательную деятельность. В техникуме проводится учет лиц с инвалидностью, где указывается фамилия, имя, отчество, образование, данные о семье, сведения о группе инвалидности, сведения о виде нарушения здоровья, рекомендации психолога медико-педагогической комиссии, согласие на обработку персональных данных. В Сыктывкарском политехническом техникуме имеется кадровое обеспечение. Это педагог-психолог, социальный педагог, методист, инженер-программист, заведующий отделением, руководители групп, ведущий переводчик-дактилолог. Нашими педагогическими работниками были пройдены курсы повышения квалификации, содержательно-методические технологические основы, экспертирование конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью, совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях реализации федерально-государственных стандартов, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями, ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях ведения среднепрофессионального образования обучающихся с ОВЗ, концептуальные подходы к профессиональному образованию и обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ, дополнительная профессиональная программа «Теория и методика специального дефектологического образования», современные педагогические технологии в образовательном процессе лиц с инвалидностью и ОВЗ. Прошло 47 педагогических работников. Доступность прилегающих территорий, зданий и сооружений и безопасного в них нахождения. Это наличие специальных мест в аудиториях, наличие систем сигнализации и оповещения. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных устройств, средств и других технических средств приема передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха. Также мы используем адаптационные образовательные программы в учебно-методическом
обеспечения образовательного процесса для обучающих с ограниченными возможностями здоровья. Такие адаптационные дисциплины – это как социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, основы интеллектуального труда, выбор методов обучения, социально активные и рефлексивные методы, технологии социально-культурной реабилитации, обеспечение печатным и электронным образовательными ресурсами, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация обучающихся с учетом особенностей нарушения функций организма обучающихся и ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Особый порядок освоения дисциплины физическая культура. Перспективы работы по организации профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Это организация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, совершенствование условий для получения профессионального образования лицам с ОВЗ и инвалидностью, совершенствование педагогического мастерства преподавателей в реализации инклюзивного образования. Ну а сейчас у нас Светлана Юрьевна расскажет нам про проведение ранней профориентации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Профессиональная ориентация абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях должна способствовать их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению. Цель профориентационной работы – оказание профориентационной поддержки в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Система профессиональной ориентации. Определение перечня общеобразовательных учреждений, в которых обучаются потенциальные абитуриенты из числа лиц с инвалидностью и ограниченной возможностью здоровья. И организация профориентационных мероприятий. Мы работаем с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, со Всероссийским обществом глухих, со Всероссийским обществом инвалидов, с отделением реабилитации несовершеннолетних детей с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда». Профориентационные мероприятия, такие как экскурсия по лабораториям и мастерским техникумам, проведение тренингов по самоопределению в будущей профессиональной деятельности, игровые формы работ, организация экскурсий и встреч школьников со специалистами на предприятиях-партнерах, выезд в общеобразовательные учреждения Республики Коми, организация мастер-классов, просмотр видеороликов и рекламных материалов, привлечение школьников к участию в чемпионате Обилимпикс, проведение консультаций для абитуриентов и их родителей. Система профориентации сложилась в техникуме с 1997 года, и мы можем говорить о ее эффективности, так как группы для лиц с инвалидностью и ОВЗ набираются ежегодно. Спасибо. Так, ну и еще мы, наверное, поговорим расскажем о социально-культурной интеграции студентов с инвалидностью и ОВЗ на примере Сыктывкарского политехнического техникума. Получить знания – это непросто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к родине. Это абсолютно фундаментальные вещи. И только на этой базе
можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным. Встреча с классными руководителями выпускников школ в 2018 году, слова Владимира Владимировича Путина. Цели и задачи воспитательного процесса Сыктывкарского политехнического техникума – это создание толерантной социокультурной среды среди студентов, способствующей формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству. Задачи – реализация индивидуальных и творческих интересов личности, активизация самостоятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательном процессе, формирование устойчивого интереса к выбранной профессии, ценностного отношения, формирование к себе, к другим, природе, к человечеству. Хочется обратить внимание на то, что инвалиды не выпадают из общего процесса, а наоборот, являются активными участниками общего воспитательного процесса. Для реализации поставленной цели и задачи разработана система планирования работы. Это концепция воспитательной работы, программа развития воспитания студентов, календарный план на год, план работы Совета по профилактике правонарушений, педагога-психолога с детьми-сиротами, план совместной работы с учреждениями по профилактике работе с подростками, план работы социального педагога, план воспитательной работы общежития. Модель сопровождения студентов. Классный руководитель группы создает благоприятные условия для развития свободного и полного раскрытия творческих способностей студентов. Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогические условия для личностного развития каждого студента, сопровождение на весь период обучения. Социальный педагог – это социальная поддержка студентов, социально-психологическое сопровождение на весь период обучения. Переводчик-дактилолог – сопровождение студентов во время учебно-воспитательного процесса, внеклассных мероприятий, сопровождение студента во внеурочное время. Воспитатель общежития осуществляет воспитательную работу в общежитии, контроль за деятельностью студентов, проживающих в общежитии во внеурочное время. Социальные партнеры принимают участие в мероприятиях в рамках совместных планов работы, оказание помощи студентам, находящим в трудной жизненной ситуации, поощрение студентов. В воспитательной системе используем основные формы работы. Это коллективно-творческие дела. В процессе студенты приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг друга, очень много нового. Таким образом, идут два важных процесса. Одновременно формирование и сплочение классного коллектива и формирование личности студента, школьника, развитие тех или иных качеств личности. Это День знаний, День здоровья, проведение Дня учителя, новогодние мероприятия, месячники военно-патриотического воспитания, Международный женский день, мероприятия, посвященные Дню Победы, последний звонок и вручение диплома. Групповая форма работы используется очень активно, является одним из главных форм внеклассной воспитательной работы. Это гибкая форма воспитательного взаимодействия и общения руководителя с воспитанниками. В каждой учебной группе создана группа ВКонтакте. Информация о новостях и событиях выкладывается через этот сайт. Организация досуговой деятельности во внеурочное время. В техникуме на протяжении многих лет работают спортивные секции, кружки,
клубы по интересам. Существует у нас мастерская самоделки, я гражданин, задор, мое хобби, рисование, смак, где после уроков ребята могут заняться своими личными интересами. Активно вовлекаем студентов в волонтерскую деятельность. Это посещение домов-интернатов, выход в город на уборку территории, проведение мастер-классов для инвалидов, пенсионеров и детей, оставшихся без попечения родителей. Результаты участия студентов указаны на экране проектной деятельности. Активно участвуют на всероссийских уровнях, имеют результаты сертификата участников и дипломы первых, вторых степеней. Очень развита активная спортивная жизнь. У нас есть выпускники нашего техникума, которые имеют награды, призеры и мастера, да, мастера спорта по лыжным гонкам, по легкой атлетике, которые занимали призовые места. Результаты участия в спортивных мероприятиях. Очень активно ежегодно наши студенты участвуют в чемпионатах и первенствах Республики Коми по плаванию, по Тоже легкая атлетика. Легкая атлетика, теннис, да. Светлана Юрьевна, что у нас там еще активно? Волейбол, футбол, мини-футбол дети очень любят, особенно мальчишки там участвуют. Раньше была женская команда, теперь, к сожалению, только мальчики, но все равно это дело очень любят. Ежегодно проходит первенство Республики Коми, да, по спартакиаде, по настольному теннису, да, еще пневматические винтовки, да. Вот как-то у нас в основном занимают места, призовые места, активно любят участвовать. Также мы привлекаем студентов к участию в чемпионате Обилимпикс. Это эффективный инструмент мотивации людей с инвалидностью. Они очень заинтересованы участвовать и побеждать, выигрывать, выезжать на национальные чемпионаты. Это им очень заинтересованы, повышают профессионализм, участвуя в таком чемпионате. Профессиональное образование – это основа для полноценной жизнедеятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одна из наших задач – создать условия для возможности развивать и использовать свой творческий потенциал. Людям с ограниченными возможностями здоровья часто является наиболее важным, даже больше, чем для обычных людей. Спасибо за внимание. Спасибо. Все. Нас хоть слышно было?